Здравствуйте! В эфире Абхазского телевидения еженедельная программа «Суть дела». Вопрос паспортизации населения пытаются решить уже несколько лет подряд. Проблемы с паспортизацией привели к политическому кризису и смене власти. В мае 2016 года была начата новая программа по паспортизации. О том, как этот процесс продвигается в связи с предстоящими выборами в Народное собрание, мы поговорим сегодня с начальником паспортного управления МВД Абхазии Эдуардом Манарге. Здравствуйте, рада вас видеть в нашей студии. Здравствуйте. Паспортизация стартовала, новая паспортизация еще в мае прошлого года, и в настоящее время нам интересно, на какой стадии находится этот процесс. Были сдвинуты сроки, но это не означает, что была остановлена работа. То есть проведена была очень большая подготовительная работа для того, чтобы могли уже качественно выписывать паспорта. То есть что было проведено? Значит, за это время было проведены коммуникации. Коммуникации – это связь, именно по линии связи. Также было установлено оборудование, то, на чем в данный момент производят эти паспорта, и отремонтированы помещения. Именно программа компьютеризирована полностью, естественно, поэтому какие-то коммуникации дополнительные. Помимо того, что были коммуникации, также необходимо было обучение личного состава, чем параллельно мы занимались. Но, к сожалению, где-то, может, получалось хорошо, где-то, может, не очень быстро. И, тем не менее, на сегодняшний день вы видите результаты, какие у нас есть. И неплохие, я считаю, результаты. Мы со съемочной группой побывали в столичном отделении паспортного управления и понаблюдали за процессом, что сейчас происходит там вместе выдачи абхазских паспортов. И давайте вместе с вами посмотрим, что мы там сняли. Заявление, анкету оформляю, ничего не спрашиваю. Если вопросы возникают у меня по документам, тогда только задаю вопросы. Марина Габуня, сотрудник паспортной службы, обслуживает граждан, прописанных на территории второго домоуправления Сухума. Она принимает документы для оформления внутри гражданского паспорта и занимается его выдачей. У кого просрочены, только приходят на замену на новый образец, а таких людей почти я не вижу. Я смотрю, что у кого или месяц остается до истечения срока, или же уже просрочены, такие только к нам обращаются пока. Одновременно с ней по столице работает еще несколько инспекторов. Каждому отведен свой участок. Такая же ситуация и по районам. Но даже скорость работы не помогает. У дверей кабинетов выстроились очереди, желающих обменять или получить абхазский паспорт. Многие граждане сетовали на то, что ажиотаж создают сами сотрудники паспортной службы. Туда-сюда не могу я уже ходить. Пришла, хочу же сделать, зайти. Не могу, толпа. А со скольки часов здесь сейчас? С утра я уже сижу с 9. Я за трудовую книжку вернулась домой, второй день пришла, такую же очередь стою. Причем тут трудовая книжка. Что вам объясняют, что говорят? Ничего не сказали, трудовую принесите. Все было, кроме трудовой. Вот я несу трудовую, опять полдня сижу. Порядка нет. Потому что перебивают друг друга. Кто-то получает, а кто-то пришел на оформление. Хотя бы можно было сделать так, чтобы выдавали паспорта отдельные люди, принимали другие. Но сотрудники паспортной службы не согласны с этими доводами. По их словам, работать приходится не 8 часов в сутки, как полагается по закону, а порой все 15. В отсутствии посетителей они занимаются подготовкой документов. При этом до сих пор есть люди, которые, жалуясь на задержки, месяцами не забирают готовые паспорта. Чтобы люди не спрашивали, время лишнее не тратилось на то, чтобы она отвечала на вопросы. Готовы. Из 36 33 висят. То есть не приходят люди. Мы звоним, у нас же есть в анкетах сохраняются их телефонные данные. Многие, которые сдали, уехали, где-то учатся, не знаю, где-то находятся на лечении по ряд причин. Вот еще списки. Вот списки, которые висят. 680 паспортов у меня готовы лежать. Что касается новой системы по паспортизации, то в полной мере она заработала совсем недавно. Несмотря на то, что пилотный проект стартовал еще в мае. В паспортном управлении нам показали то, как печатаются бланки паспортов. При необходимости система может выдать до 50 экземпляров в день. Пока же их печатают в количестве 300-350. Мы находимся в отделе персонализации, где непосредственно распечатываются паспорта, которые люди сдают по месту жительства. По всей Абхазии паспорта распечатываются именно здесь. Здесь они получают пустые бланки. И дальше вы можете видеть, что паспорта именно кладутся в этот агрегат так называемый.
и паспорт распечатывается уже готовый. И после этого мы передаем по районам готовые паспорта, и уже по месту прописки человек получает готовый паспорт. Новые паспорта граждан Абхазии имеют высокую степень защиты и соответствуют международным стандартам. В случае допущения ошибки при введении данных со стороны инспектора, с чем часто сталкиваются наши граждане, вся ответственность и расходы по обмену паспорта ложатся на сотрудниках паспортной службы. В первую очередь у меня вот какой вопрос возникает. Мы наблюдали очереди. Вы в должности начальника паспортного управления чуть более 2 месяцев, да, около 2 месяцев. Да, так точно. Но тем не менее, как только вы приступили к своим обязанностям, первой вашей задачей, вы сами об этом говорили, пытались решить именно эту проблему. Пока что есть трудности, как мы видим, наверное. С чем это связано? То, что есть трудности, это хорошо. То есть народ идет, паспортизируется, получает паспорта, это же хорошо. Другое дело в том, что немножко наши люди не знают своих, как вам сказать, прав. Да, вот пожилая женщина, которая сидела, она могла бы не сидеть там в очереди, она могла бы обратиться в данном случае к начальнику этого отдела, так сказать, что я пенсионерка, у меня есть какие-либо льготы, конечно, бы ее провели бы. И это касается не только пенсионеров, но и ветеранов войны, и инвалидов, и многодетных. То есть это просто немножко, наверное, мы, как бы вам сказать, не незнание, а неприменение, наверное, скорее всего. Ну вот от такого наплыва страдают же не только люди, которые ждут своей очереди, но и сами сотрудники, потому да, что естественно, да, это нерабочая. Да, мы понимаем все эти трудности и с терпением. Вы понимаете, о правах информировать это они не должны. Они должны заниматься своими обязанностями, должностными. То есть они должны принять человека, принять документы. Если они начнут и объяснять, извините, там все-таки нельзя допускать ошибок. И исправление не принимает это программа. То есть они должны сделать четко все. И поэтому на одного человека может уходить там от 15 до 20 до 30 минут. То, что касается, вот говорят, принесите тот или иной документ. Значит, в чем здесь проблема? Мы, как вы знаете, минимизировали, да, прием документов необходимых. В связи с чем? Потому что у каждого человека, который законно получил паспорт, у него есть форма 1, в которой весь перечень документов есть. Поэтому лишних документов мы не требуем. В случае отсутствия какого-либо документа, тогда мы можем затребовать тот или иной документ, который необходимо доложить. В спецпроверках и дополнительных документах мы отдельно поговорим. Я вас понял. Да. Но, как вот вы сказали, полчаса потребуется на оформление документов на одного человека. Да. И, скорее всего, эти очереди пока что будут. Да, это будут, к сожалению, они будут, но это такая процедура, от которой нам не защититься. Уже очереди не только на сдачу, но и на получение. Это о многом говорит, что подразделение работает в полную силу. И скажу даже больше, что в частности, вот паспортный отдел паспортного управления УВД города, там они работают и в субботу, и в воскресенье, хотя они имеют полное право отдыхать. Но тем не менее они с пониманием отнеслись, за это им не доплачивают абсолютно ничего. Кстати, очереди еще возникают потому, что один и тот же инспектор занимается и оформлением, и выдачей документов, да, и пропиской тоже. Ну, инспектор, который принимал, скажем так, образно у вас документы, да, и он же вам должен выдать почему? Потому что, когда вы приходите получать документ, вы должны идентифицироваться с помощью больших пальцев рук. Опять нужно будет да, то есть не надо всю процедуру проходить. То есть процесс идентификации. Прикладываете 2 пальца, вас идентифицирует, и инспектор уже с полной уверенностью, что это вы сдавали, так, данные только у этого инспектора? Да, тот, который принимал. То есть мы распределили по направлению. Мне бы еще хотелось поговорить вообще о сроках реализации этой программы по паспортизации. Несколько раз эти сроки сдвигались. Проблемы были в том числе связаны и с отсутствием инструкций. Сейчас, как мне известно, они уже есть, должны быть. Вот что изменилось теперь в вашей работе? Это как-то поможет? На данный момент все инструкции обновлены, на местах все по ним работают, и все они имеют, и ими руководствуются. И в районах тоже? Конечно, естественно. В районах, я могу только еще вам так сказать, все подразделения, которые вы считаете районными, это паспортное управление МВД Республики, то есть прямое подчинение паспортному управлению. На местах они никому не, да, они подчиняются напрямую нам. А мне вот интересно было бы посмотреть статистические данные отдельно по районам. Давайте посмотрим, а потом мы продолжим беседу.
настоящее время всего по республике выдано 4461 паспорт нового типа. А вот какая картина по районам и столице. Больше всего паспортов выдано в городе Сухум. Обладателями паспорта нового образца стали 2232 жителя столицы. При этом в Сухумском районе выдано 197 паспортов. В Гудаутском районе за 8 месяцев прошлого года и январь 2017 внутригражданские паспорта получили 175 человек. 72 паспорта нового образца получили жители Чемчерского района. В соседнем Гулрыбском районе за этот период времени выдано 49 паспортов. Меньше всего паспортов выдано в Гагрском районе, их количество 11. Что касается Галского района, то здесь еще не запущена новая программа по паспортизации. Всего по республике 27 739 человек имеют на руках паспорта старого образца с истекшим сроком действия в 2016 году. Вот мы видим, почти 10% населения все еще имеют на руках паспорта с истекшим сроком действия. Почему вот в Галском районе до сих пор не начата паспортизация? Ну, мы частично об этом уже сказали, то есть говорили о коммуникациях. Почему у нас такой показатель в Сухуми и менее показатель по районам, так скажем, значит. Ну, Сухум, во-первых, более густонаселенный. Нет. То есть в первую очередь, да, это одно из таких ваших версий, правильно, но основная в том, что первое было установлено в Сухуме. И отсюда в началось. Сухумах, да, и потом уже начали устанавливать по мере продвижения коммуникационных линий в тех или иных районах. На сегодняшний день я могу сказать, что в Цандревче еще не установлено, то есть туда еще коммуникация не дошла. Насколько я уведомлен, до конца недели следующее будет установлено. То есть тогда уже мы можем сказать, что по всей республике в местах обозначенных везде уже будет установлено. А что касается 27 тысяч, тем не менее, вы знаете, что они продлены до апреля месяца. И если мы такими темпами, то есть люди, если придут на обмен в таком, каком сейчас идем мы ритме, я думаю, большого времени нам не займет. Мы всегда стараемся укладываться. С выборами проблем не будет, потому что сроки продлены, и все желающие смогут сроки принять продлены, и, то есть если не возникают никаких, скажем, еще дополнительных вопросов по анкетам, то 15-дневный срок все уложатся. Я думаю, и раньше тоже будут получать. А вот возвращаясь еще к нашему репортажу, все-таки этот ажиотаж не вызван выборами в парламент предстоящими? Вы знаете, я не могу сейчас статистику в этом плане вести. Это ваша, наверное, все-таки прерогатива. Да, мы занимаемся рутинной работой. Но я думаю, что возможно и такое тоже. Еще вот о Галском районе мне хотелось поговорить. Не так давно парламентарии приняли поправки к закону о правовом положении иностранных граждан. Насколько вам, вот как вам кажется, удалось благодаря этому закону решить проблему жителей Галского района? У нас есть бланки, у нас есть оборудование, все это готово. В Гальском районе сегодня вечером, к вечеру, наверное, мне все-таки доложат о том, что уже запустили систему. Это будет говорить о том, что люди, которые имеют законно выданные паспорта, могут прийти на обмен. А есть ли у вас данные вообще, сколько человек сейчас имеют законно выданные паспорта и вот примут участие в выборах в парламент? Я не могу сейчас конкретно точно сказать, потому что цифры разнятся. То есть это надо уже реально говорить, когда уже будем выдавать законно паспорт жителю Гальского района, который имеет все основания его получить. 27 тысяч человек с просроченными паспортами. Вот если вот в массовом порядке все желающие хлынут, допустим, в паспортные столы и захотят обменять вдруг паспорта, вот не будет в массовом порядке, если выдача документов начнется, какие-то ошибки? Как-то это скажу не так повлияет на качество На качество работы? Не повлияет в каком плане? Но людей, которые не допускают ошибки, не бывает. Но главное, чтобы они были неосознанные. Ошибки всегда можно исправить. Это во-первых. Когда устанавливали вот это оборудование, то есть уже установили, те проектировщики говорили, если мы будем выдавать 200 паспортов за рабочий день, это будет хорошо. Мы зашли за 300. Это говорит о том, что люди все-таки могут и больше. Поэтому если в среднем считать, что мы будем выдавать в среднем хотя бы 250 паспортов, и посчитайте, это уже арифметика. Сколько мы можем выдать, на какой промежуток. В любом случае, до парламентских выборов вы не успеете. Если даже... Но это не только от нас зависит, это еще зависит от активности населения. К
Кстати, вот при обмене или при получении абхазского паспорта у многих возникают проблемы с необходимостью предоставить дополнительный перечень документов. Несколько случаев хочу вам рассказать. Это в том числе и журналисты, которые лично столкнулись с проблемами, и чьи знакомые тоже столкнулись с такими же проблемами. Давайте посмотрим. Давайте. В декабре я пошла менять паспорт, я заранее узнала, какие нужны документы, пришла, сфотографировала весь перечень. И когда я пришла, уже отстояла очередь, наконец попала на прием и со второго раза, и выяснилось, что мне нужны дополнительные документы. Диплом, мне сказали принести, и сказали принести... Еще нужно сделать легализацию свидетельства о рождении, которое у меня выдано в Сочинском роддоме, советское свидетельство о рождении. И как это происходит, даже сама сотрудница паспортного стола не могла мне сказать, просто направила в Министерство юстиции. Понятно, что это не выдумки самих сотрудников паспортных столов. И мы все помним, когда этот принимался закон несколько лет назад, и он в основном касался выдачи паспортов в Гайском районе, но в итоге закон затронул, в общем-то, всех жителей Абхазии. При получении я не сталкивалась с проблемой. Я столкнулась спустя, наверное, 2 года, в 2012 году, когда уже ко мне домой пришли 2 сотрудников, и они выясняли, живу ли я здесь, во время войны была ли я здесь, опрашивали соседи. Хотя в это время в принципе, они могли бы узнать, я ходила в школу, здесь училась, и во время войны была тоже здесь. Я не буду называть фамилию, потому что я не спросила у людей разрешения на это, но я думаю, что многие их узнают. Первая дама, вдова, очень известного героя Абхазии, национального героя, я бы сказала. Она очень достойный, очень рабочий человек. Чтобы вырастить ребенка, она, предположим, с 94 по 99 год стояла на Сухумском рынке. Вы сами можете представить, что это такое. Потом раскрутилась. Сейчас она по-настоящему занимается благотворительностью. И вот она несколько месяцев назад пошла менять паспорт. От нее взяли положенный список документов и начали спрашивать какие-то справки. Она отказалась давать справки, она была оскорблена таким отношением. Пошла домой, целый день плакала. Потом, конечно, она позвонила родственникам, все сделали, принесли извинения. Второй случай, еще лучше. Там тоже вдова, на этот раз очень известного абхазского историка, который написал фундаментальные труды по истории и этнологии Абхазии. Сама она живет здесь более 60 лет. Сама абхазский историк, всю жизнь работала в Государственном краеведческом музее. Ее дочь 3 месяца ходила, ее гоняли за всякими справками. Дочь тоже очень известный человек, кстати, немало сделала для Абхазии. К концу 3-го месяца дочь тоже уже сломалась, тоже ушла в какую-то тихую комнату, порыдала там, потом позвонила своему другу, который работает в одном из министерств, он в течение суток все сделал. Я вообще не понимаю саму суть этого процесса. Значит, люди, которые продавали паспорта, к ним никаких претензий нет. Они спокойно и очень хорошо, как я наблюдаю, живут на деньги, которые они заработали таким путем. А все остальные, это значительная часть населения, должны доказывать, что они не верблюд. Мы, конечно, понимаем, что закон о гражданстве требует тщательного разбора, да? Некоторые не все должны могут предоставить проходить документы о том, что они находились с 94 по 99 год. Нет, допустим, трудовой книжки, они не работали в это время, не учились в школе, в высших учебных. Поэтому как им доказать? Вот начнем с этого, да, как вы сейчас сказали, первый репортаж, девушка говорила, что ей просили легализацию свидетельства о рождении, которое ей выдали за пределами Абхазии. За пределами Абхазии. Значит, что информация у нее, я не знаю, когда ей выдавали, в декабре или не помню. То есть легализовывать свидетельство о рождении никто не требовал. Да, я же говорю, были старые инструкции, которые были заменены на новые. По новым инструкциям там нигде не говорится о легализации паспорта, то есть, я извиняюсь, свидетельство о рождении рожденного человека в СССР абсолютно. То есть, это уже, так скажем, тема закрыта. В репортаже она говорит, что мне просили трудовую, мне пришлось 2-й раз приходить. Есть люди, которые потеряли трудовые книжки, да, они как им доказать, что они находились? Могут они сделать? Я же вам говорю, то есть для того, чтобы им доказывать не надо, им надо просто оказывать содействие.
когда придут к ним по вопросам и скажут, что мы по вопросам там вашего нахождения. Ну, просто люди некоторые задачи, они действительно не знают. Вот, может быть, сотрудники должны более внятно им объяснять, с какой целью эти проверки. Ну, да, тут более разъяснительная работа нужна. Это сейчас тут идет, да, можно сказать, может, недопонимание друг друга, так скажем. Одни не могут объяснить, зачем они пришли, а другие не могут объяснить, где они находятся. Ну, все это такие частные случаи, которые надо разбирать. А вот перечень документов дополнительный, когда требуется, вот этих списков нет нигде. Вот приходишь в паспортный стол, ты как бы собираешь необходимый перечень, вот там вот минимум, который необходимый, но нет вот того, что тебе потом, может быть, потребуется домовая книга. Ну, вы понимаете, это возникает в процессе индивидуального рассмотрения документа. Как можно объяснить, что вдруг у вас этого не будет, принесите этот, понимаете, там. Вот в этом плане. А перечень необходимых документов для получения изначально первичного материала, он везде есть. Ну, а вот для чего домовая книга? Вот у каких граждан она вот требуется вот дополнительно? Вот объясните, чтобы иногда наши телезрители... бывает в паспортах, да, старых, где есть прописка, смазана вместо... Ну, бывает так, что смазано, где-то когда-то этот паспорт был уронен, не знаю, попала вода или что, и инспектор не может разобрать, где он прописан. Я не думаю, что им говорят в грубой форме, вот надо, вот это принесите. Нет, таких фактов им так вежливо объясняют, то есть для того, чтобы, во-первых, исправить ту ошибочку, которая у них возникла в процессе эксплуатации этого паспорта, и, во-вторых, для своей уверенности. Вот и все. А в случае, если человек не смог предоставить, вот вы все-таки ответьте на этот вопрос. Предоставить что? Дополнительные документы, которые вот запрашивают. Домовую книгу? Ну, может быть, домовую, может быть, еще какие-то факты, подтверждающие, что ты жил на территории Абхазии с периода 94 по 99 год. Но есть компетентные органы, которые делаем запросы, они уточняют точное расположение, нахождение в этот промежуток временной. Человек не лишится гражданства вот из-за этого? Нет, из-за этого он не лишится, но если в случае того, что он будет доказано, что он отсутствовал, то лишится. Когда проблемы возникнут. Но это все-таки растягивает. Это растягивает, да, то есть это не только от нас зависит, это от проверок зависит, компетентных органов, которые может продлиться, не знаю, определенное время. Завершая нашу беседу, такой у меня вопрос. Многие высказывают мнение о том, что этот проект, сам паспортизация, затратная оказалась. Это важно было для нашего государства? Ну, вот сейчас я вопросы думаю, безопасности. Да, вопросы безопасности, они были... В этом плане это было необходимо. То есть есть много защитных механизмов, да, которые будут просеивать, так скажем, образно выражаясь, и выявлять тех лиц, которые незаконно получили наши права, паспорта и гражданство. В общем, несмотря на проблемы при реализации, необходимо. Результат важен. И тем более, что бланки, которые сейчас на данный момент используются, они имеют большое защитные свойства и хорошего качества, скажем прямо. Спасибо вам большое. Я желаю вам удачи в реализации ваших планов. Спасибо большое. И хотелось так воспользоваться, да, эфирным временем, может, я вас занимаю. И тем не менее, когда возникают вот такие единичные, может, не единичные, а десятки случаев, можете прямо обращаться на прямой телефон сотовый мой, я могу его объявить или написать, как вы хотите. Это... Я думаю, если захотят, они найдут. Да, я думаю, да, я не закрыт для информации, я всегда открыт, и любые дела мы будем решать оперативно, так как я... Будете реагировать на такие случаи? Конечно, естественно. Всегда поможем. Мы и работаем для нашего народа, и чтобы нашему народу было хорошо, и мы были защищены как государство. И это наш национальный интерес, я думаю. Спасибо большое. Что нашли время прийти к нам. Спасибо большое. А нашим телезрителям я напоминаю, что мы говорили о процессе выдачи паспортов нового образца. Я прощаюсь с вами до следующей недели. До свидания.